Детство Аиши Ажиговой веселым точно не назовешь. Беспрецедентный случай жестокого обращения с 7-летней девочкой можно было избежать, если бы семью сопровождали специалисты, говорят неравнодушные. Где грань между воспитанием и рукоприкладством? Вопрос актуальный, а инцидент с Аишей стал сигналом к действию и поводом для усиления мер в защите прав детей. В этой связи специалисты отдела опеки и попечительства Назрановского района проводят проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетних в приемных семьях. О результатах расскажет Тамара Хашагульгова. Как тебя зовут? Ася. Нет. Полностью. Фамилия? Ты же дома. Ася. Ася и Бекхан Зортовы вот уже несколько лет проживают у своих дяди и тети. Когда у детей умер отец, девочке не было и года. Воспитывала их мама, но вскоре не стало и ее. Они остались круглыми сиротами. Но вопрос о том, кто будет воспитывать детей, не возник. Их взяли под опеку близкие родственники. В апреле 5 лет исполнилось, как мать умерла. Вот с того дня мы вот занимаемся с детьми. Девочка с речевым аппаратом, у нее со слухом с рождения проблемы были. Поставили 5 лет, так, а мальчик неврология, умственно отстал, такой, на 7 лет отстает от развития. У Дулатхана и ее мужа нет своих биологических детей, поэтому Асю и Бекхана они приняли как родных. Для юноши даже начали строить дом. Приемные родители следят за тем, чтобы дети ни в чем не нуждались, ходили в школу и развивались. Отдел опеки и попечительства регулярно посещают эту семью. Никаких нареканий у Зортовых еще не было. Обошлось без них и на этот раз. Мы не раз посещаем эту семью. Мы знаем, как относятся они к этим детям. Они относятся к ним очень хорошо. Дети всегда обуты, одеты, ухожены всегда. Она в свое время... Дело в том, что эти двое детей инвалиды. И вот этих детей она в свое время всегда отправляет в реабилитационные центры. Одного отправляет в Сунжу, другого отправляет в Ачелуки. Но мы видим, что за ними очень хороший уход. Они никогда ни в чем не нуждаются. Следующие в списке проверяющих – семья Гагиевых. Они на учете органов опеки с 2011 года. После смерти родителей Идриса и Исрафила опеку над ними взял их старший брат. Он воспитывает детей вместе с женой. Созданными условиями ребята довольны, и претензий к попечителям у них нет. Ой, школе здесь девятый, пока 9 надо мудешился. Таких, как Идрис, у отдела опеки и попечительства стоят на учете 188 человек. Это дети со всего Назрановского района. После обхода семей в Барсуки проверяющие отправились в соседнее Плиево. Здесь их встретила семья Ажиговых, где воспитывается Моулет. Он на попечении у своей бабушки с самого дня своего рождения, и для нее он больше, чем внук. Вещи его вот. Опекунам еще раз напомнили их права и обязанности, в каких условиях и как необходимо воспитывать детей. И что особенно важно, нужно следить за успеваемостью подопечных в школе. Да и сами попечители понимают, для них это дети уже родные. Саинцы ездить, стараюсь. Учится он хорошо, учителя все довольные. В Москве на елку посылали, Ялте был в Артеке. Хоккеист он уже 4-й год. Тренер довольный. Зарабатывает вот эти медали, грамоты, дипломы. Контроль за условиями жизни подопечных, оценка жилищно-бытовых условий, соблюдение прав и законных интересов детей, контроль за состоянием их здоровья, как физического, так и эмоционального. По каждому из этих пунктов и проходит проверка специалистов. По итогам сегодняшней проверки мы же сами видим все, что дети у нас все действительно, которые находятся под опекой, которые мы проверили все семьи, опекуны занимаются их воспитанием, содержанием, что денежные средства, которые им предназначаются, расходуются по назначению. Все они обуты, одеты по сезону, возрасту. У них все имеется. Просто сейчас каникулярное время, некоторых детей у нас нет дома, чтобы проверить еще. Они то в лагерях, то еще на выезде где-то. Но тем не менее, что дети, действительно наши опекуны очень хорошо смотрят за этими детьми. Ну а на этом проверки не заканчиваются. Специалисты опеки и попечительства Назрановского района планируют в ближайшее время охватить все семьи, стоящие у них на учете. Тамара Хашагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.